Уважаемые участники, здесь только говорили, что придется реагировать на все. Но, к сожалению, времени очень мало, поэтому я постараюсь вот тезисно сказать свои мысли. Я не знаю, откуда у вас такие данные, речь идет о 1000 людей, у которых права были, как будто были нарушены. Эти данные не обоснованные. Мы здесь связали то, что между собой совсем не связано. И описали такую ситуацию у людей, которые, правда, в Таджикистане не были, у них вот создалось такое впечатление, как будто в Таджикистане средневековье. А это не так. Душанбе входит в десятки самых безопасных городов мира. Есть у вас транспорт, который инвалид. Уважаемые, мы не будем перебивать. Вместо того, чтобы мы здесь обсудили вопросы сотрудничества, вопросы безопасности, мы здесь пытаемся оправдать террористические деятельности, то, что приведет наоборот, к нарушению прав человека. И здесь представители Human Rights Watch поблагодарили нас за то, что мы пришли, участвуем здесь. Не стоит благодарности правительства Республики Таджикистан. У правительства Таджикистана есть политика открытых дверей. Мы готовы обсудить любой вопрос с любыми заинтересованными сторонами, за исключением террористов. Ничего смешного тут нет. И тут будет требовать доказательства. Речь идет о преступлении. Было судебное разбирательство. Все доказательства там есть. Здесь не судебное заседание, что вы привезли сюда результат экспертизы и так далее, где есть четкие заключения экспертов, которые, например, указано на то, что именно в принтерах сотрудников ПИФТа были распечатаны чертежи и так далее. Здесь речь шла о том, что якобы все эти мирные люди. Я хочу сказать, что мирные люди никогда не призывают людей к насильственному свержению власти, законной власти. Мирные люди не берут в руках оружие боевое. У них нет четкого плана и чертежа свержения власти. У мирных людей нет миллионов долларов, которые поступают из-за рубежа. У мирных людей, и мирные люди никогда не стреляют сотрудников ГАИ в упор, только за то, что их остановили. Запомните это. И я считаю, что вот здесь есть люди, которые злоупотребляют своим правом, и не знаю, они сами себя объявили террористами якобы, и считают, что якобы правительство Республики Таджикистан их преследует. Например, если речь идет о господине Якубове. В нашем списке его нет. Вам ничего не угрожает, не знаю почему, вы считаете, что вас кто-то преследует. Есть другие люди, например, вот из присутствующих, я могу сказать, госпожа Худойдодова Шабнам, Валиев Собир, Одинаев Байсидин, вот они находятся в розыске. И на вопрос госпожи Худойдовой о том, что является ли она террористкой, нет. Вы не преследуете по статье, которая касается террористической деятельности. Знаете об этом. По поводу того, что якобы родственников вот этих активистов мы преследуем. Я вчера уже заявил, что нет, это не обосновано, нет таких данных. Вы здесь заявляете о 50 задержанных, а вот в ваших сайтах там написано еще 30. И вы сами там еще говорите, что были задержаны те лица, которые не причастны к пикету. Сами себе противоречите. Не знаю почему. По поводу применения пыток в отношении этих заключенных. Тоже этот факт был проверен и не подтвержден. По поводу длинных рук наших спецслужб. Тоже я вчера сказал, что только некоторые ограниченные числа стран имеют такую возможность, чтобы вести такую деятельность в зарубежных странах. Это ограниченные страны. Наших спецслужб пока нет таких длинных рук. Не знаю, вам что-то мерещится. По поводу выражения мнения. У нас за выражение мнения никто не преследуется. Есть уголовный кодекс, есть конкретные преступления. Если ваше деяние подпадает под действие этих статей, то вы будете преследоваться. Спасибо. У нас очень мало времени осталось, 5 минут. И еще по поводу ПИФТа. Сказали, ничего общего между ПИФТом и религией нет. Нельзя вот трактовать так, что закрытие ПИФТа – это ограничение свободы религии. Это не обосновано. Не знаю, кто это
выдумал. И в конце я хочу сказать, что не стоит оскорбить представителей власти со стороны вот госпожи Надежды, да, если я не ошибаюсь. Я понимаю состояние вот других лиц, которые находятся в розыске. Я их эмоциональное состояние понимаю, но ваше состояние не понимаю. Нельзя оскорблять людей. Спасибо вам. Осталось Спасибо вам. очень мало времени. Те, которые уже говорили,